Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, что произойдет буквально с минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Хочу начать с этого персонажа. Мои хорошие, есть в вашем окружении очень такой неблагонадежный человек, неблагонадежный товарищ. Человек, который на протяжении долгого времени создавал вам проблемы, какие-то спорные ситуации, может быть, был триггером и раздражителем, вел себя безобразно, да, одним словом, безобразно себя вел. От этого человека вы не ждете ничего хорошего, скорее, как, знаете, беды ждете. Думаете, ой, сейчас что-нибудь как сделает, как вытворит, а мне потом разбираться, а мне стресс, а мне переживания. В общем так, знаете, не на лучшем рассмотрение этот человек у вас находится, да, не на хорошем счету он находится, либо она, да, может и она отыграется, у кого как. А этот человечек как возьмет, да как удивит, да как порадует. Слушайте, от этого человека одна польза и позитив идет. И я вам скажу, это событие не единоразовое, а на протяжении нескольких дней, а у кого-то даже отыграется на протяжении всех последующих дней. Этот человек будет вас и удивлять, и поражать, и радовать, и помогать, и поддерживать. Знаете, то, что раньше было, знаете, чернее черного, станет белее белого. Вы прям будете удивляться и думать, Господи, благодарю Тебя, да, за то, что так поменял этого человека, что наконец-таки вразумил, наконец-таки человек стал на сторону исправления. Наконец-таки не беда, а большая радость у нас в доме, либо в семье, либо в окружении, может, на работе, да, у кого как отыграется. В общем, сплошной позитив. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да поскорее, да побольше, да. Человек, просто будете как без рук без этого человека. Настолько полезный, настолько интересный, настолько правильный, помогающий, оберегающий, заботящийся. Не человек, а картиночка, да, причем очень красивая. Принесет вам этот человек много-много положительных, приятных и радостных моментов. У каждого, конечно, по-своему, но я вам серьезно говорю, удивление, восторг, этому не будет предела. Порадует, так порадует, удивит, так удивит. И все это со знаком плюс. Так, дальше идем. Здесь очень важный звоночек идет. Я бы даже сказала, звоночек судьбы. У каждого, конечно, по-своему отыграется, но буквально со дня на день, да, раздастся очень интересный и важный звонок. Вас о чем-то будут спрашивать. Из серии «Хочешь, не хочешь, будешь, не будешь, согласен, отказываешься». Вам ни в коем случае нельзя отказываться. Вам ни в коем случае нельзя говорить, ой, да я не знаю, да мне подумать надо, да мне там посоветоваться. Послушайте, отказаться вы всегда успеете. А если вы не скажете твердое «да», жалеть будете. И жалеть будете очень долго. Не могу, к сожалению, сказать, конкретику вам дать, но вы все слишком разные. У каждого по-своему. Кого-то на свидание позовут, и нельзя отказаться. А кому-то работу будут предлагать, и нельзя отказаться. Понимаете, не отказывайтесь. Передумать вы всегда успеете. Понимаете, у вас время там будет передумать. Но если вы сразу скажете «нет», то, извините, шанс вы свой упустите. Судьбоносный шанс упустите. Поэтому говорите «да», а потом уже разберетесь. Главное, чтобы не упустили шанс. Так, следующий момент. Здесь у меня женщина, просто в ударе. Я даже не знаю, как это объяснить. Она такая
умелая, у нее все получается. Она и одной рукой там суп варит, другой стирает, там ногой она что-то там пытается там дотянуться, там за ребенком смотрит, понимаете? Вот прям все делает, все делает. Девочки, женщины, если вас начнут хвалить за то, что вы такая классная хозяйка, да, что вы такая умелая, что вы такая ловкая, у вас все так классно получается, всегда крутите кукиши. В карман ложите руку и вот крутите кукиш, чтобы вас не поглазили. Надевайте булавочки, либо сплевывайте через левое плечо. Здесь именно большой риск, что вас человек может поглазить. Даже не желая вам зла, да, вот бывает по-разному. Есть люди хорошие, а вот энергетика, ну вот какая-то перевертышная. Поэтому человек может и поглазить. Сплевывайте, не игнорируйте, защищайте себя и, пожалуйста, имейте в виду, риск очень большой. И старайтесь, ну, во-первых, никому не рассказывать, но если уж так пришлось, да, и человек воочию это все наблюдает, себя защищайте, защищайте. Особенно вот всякие там подружки, какие-то родственники запросто могут поглазить. И вот то у вас сегодня все получается, а на следующий день все из рук валится, понимаете, с глаз. Вы подвержены сглазу. И есть за что вас глазить, потому что вы действительно очень крутая. Да. Такое иногда бывает. Ну, как предупреждение вам вышло. Так, еще. Здесь сердце. Здесь мужчина просто этим сердцем своим носится, как угорелый. Либо вас кто-то добиваться начнет, причем в усиленном режиме, да, и писать, и звонить, и на свидание звать, и куда-то вас выводить, приводить, да, цветами засыпать, подарочками одаривать. Либо это ваш мужчина, да, вдруг вот жил-жил, как сказать, были вместе столько времени, и вот наконец-таки дошло. Дошло, что люблю, дошло, что хочу, дошло, что вот именно она мне нужна. Просто, вот знаете, вам спрятаться от него захочется. Вот настолько он со своей этой любовью, настолько он со своей этой романтикой и страстью будет вас донимать, что прям, да, бесить даже будет. Представляете, вот вы заняты, вы чем-то занимаетесь, а он к вам и лезет, и лезет. И вот со своим этим сердцем, со своим этим желанием. Девочки, не ругайтесь, не ругайтесь. Понятно, что раздражать может. Но вы объясните, как есть. Скажите, ну вот я сейчас занята, у меня другие мысли, у меня другие планы. Вот работу свою сделаю, да, а лучше помоги мне, да, помоги мне. Хочешь, иди посуду помой, хочешь, там, детей спать уложи или покорми. Да? Вот дайте ему задание. Скажи, ну вот покажи. Не словами, что вот я тебя люблю, хочу, а вот конкретикой, да, покажи, помоги, сделай что-то хорошее. Да? Вот по-хитрому от него отбивайтесь. Понятно, что... Ну, любовь любовью, да, желание желанием, но вы тоже должны какую-то свою выгоду из этого поиметь. А если вы ему так буркнете, что «ой, отстань, мне некогда», так вы же ему все желание отобьете, да? Не надо так, девочки, не надо. Надо быть поумнее, надо быть чуть похитрее. Так вы ему задание дайте, пусть идет, делает. А вы пока свои дела поделаете. А потом как раз и вы не устанете, освободитесь, вместе время проведете. Так должно быть. Так, следующий момент. Здесь очень похоже на какую-то работу. Люди работают сообща. Здесь какой-то как коллектив, несколько человек. Вот вместе собрались и что-то делают. Причем один работает, причем сильно работает, так знаете, прям на все 100 выкладывается, а то и на 1000. А остальные как наблюдают, да еще и подгоняют. И говорят, а ну-ка давай скорее, а ну-ка давай, там лучше, быстрее, там туда-сюда. Как загружают. Что-то мне кажется, что это вы так работаете за всех. И, возможно, вы попадете в такую хитрую компанию, когда они вот видят, что вы умничка, молодец, стараетесь, и еще и будут вас дальше пригружать. А как увидите, что и это можете, то могут еще и, знаете, как подгонять. Да? Ну-ка давай быстрее, да за всех за нас, да все сделай. Понимаете, а потом денежки пополам будете делить, да, на всех, вернее, не пополам, а на всех. Либо уважение на всех будете делить, либо благодарственные слова, которые там начальник вам скажет. Вот это, конечно, некрасиво, это нехорошо. Особенно если в коллективе, особенно если вы давно вместе работаете. Ну, научитесь за себя постоять. Вы ж не лошадь ломовая, правильно? Зачем вам это нужно, надрываться за всех? Получать, как все, и надрываться за всех. Зачем? Зачем? Надо быть тоже немножечко так половче. Да? Придумайте что-нибудь, как-нибудь себя отгородите от этих вот нахальных личностей.
Не бойтесь сказать «нет». Не бойтесь указать человеку на его место. А что же это такое? Смотрите, прям один уже прям чуть ли не на спину вам вскарабкался. Вот настолько вас будут подгонять и вот форсировать. Поэтому, мои хорошие, надо здесь себе цену знать. И, девочки, научитесь за себя стоять. Мужчины тоже актуально, научитесь за себя постоять. От этих людей вы не дождетесь благодарности. Скорее, знаете, еще могут вас в чем-то обвинить. Скажут, ну это же она делала, да, либо он делал. Вот это с него и спрашивайте. А как деньги, так на всех делите. А как грамоту, так на всех делите. А если какая-то ошибка, так это она делала, это он делал. Понимаете, люди такие неблагодарные. Хитрые, очень хитрые. Вот как-то не повезло вам. Либо не повезет, а придется поработать с такими хитрецами да подлецами. Но вы себе цену знаете. И не позволяйте на себе кататься. У каждого есть своя работа, у каждого есть своя зона ответственности. Так что будьте добры, занимайтесь своим, а я буду заниматься своим. Так, дальше идем. Здесь у меня человек, который почувствует боль. Боль, вот знаете, горло, грудная клетка. Но больше как горло идет. Мои хорошие, берегите себя, берегите. И при первых симптомах вот болезненных, там больно глотать, вот в горле дерет, в груди давит, вы, пожалуйста, принимайте меры. Меры и не ждите, что само пройдет, и не ждите, что оно там рассосется, испарится. Либо к доктору идите, либо если знаете, чем лечить, начинайте лечиться. И, пожалуйста, не запускайте, потому что здесь такой риск, что вы вот в пылу, в работе, в делах скажете, пройдет, да, пройдет. А на следующий день прям, да, могут быть и неприятности в плане там температура, покраснение сильное в горле, да, то есть вот такие состояния. Поэтому надо себя беречь. И, пожалуйста, одевайтесь по погоде. По погоде. Не по сезону, а по погоде. То есть, может быть, у вас осень теплая, да, то есть либо считается, что это теплое время года, а будет сыро, а будет прохладно, а вы в легкой курточке, например, либо в кофточке еще замерзнете. Не надо. Вот выглянули в окно и, пожалуйста, реагируйте именно на температуру. На температуру. Это очень важно, потому что здесь большой риск именно простудных каких-то состояний. А зачем вам это надо? Вам это совершенно ни к чему. Поэтому, пожалуйста, себя берегите. Так, еще важный момент. Ну, тут какие-то интересные сплетни к вам придут. Знаете, либо вы с кем-то посидите, посплетничаете, причем так от души, вот прям аж посмакуете какую-то информацию. Либо до вас вот, да, как дойдут, передадут вам какую-то информацию. Ну, очень интересно. Ну, прям с головой в эти сплетни. Это, конечно, нехорошо, но иногда можно, да, иногда можно себе позволить. Значит, мои хорошие, давайте так договоримся. Сплетни сплетнями, но про себя ничего не рассказывайте. Ну вот от слова совсем. Всегда можно сказать, угу, ага, да, как обычно, да, как всегда, да, ничего особенного. Да, вот эти слова, они для вас просто золотые. Вот запомните и всегда применяйте. Потому что человек может рассказывать о ком-то и тут же спрашивать за вас, чтобы вы, значит, поделились. И вот эту информацию о вас дальше понесет, как сорока на хвосте. Поэтому старайтесь не говорить. Отговорки, эти кивки, может быть, даже, знаете, как перенос на другую тему, но про себя старайтесь не рассказывать. Человек как вам насплетничал, да, про кого-то, также может и про вас с легкостью пойти посплетничать дальше. Человек такой, знаете, с хитринкой, с гнильцой, поэтому не стоит, не стоит. Ну, что-то прям такое пикантное, интересное узнаете. Так, еще какая-то клетка, и она открыта. Ну, давайте так, вы все разные. У кого-то в прямом смысле, может быть, животное в клетке живет. Там, хомячок, морская свинка, птичка, да, попугай. Смотрите, чтобы клетка, проверяйте, да, проверяйте клетку, и чтобы дверка была всегда закрыта. Потому что животное может улететь, убежать, потеряться. Если у вас нет никаких животных, и вы вот в последнее время себя ощущали в какой-то скованности, да, вот как, действительно как клетку вас поместили, то дверка откроется. Понимаете, вот что-то произойдет такое положительное. Не могу сказать, что какие-то, может быть, силы вам будут помогать.
Может быть, какие-то люди вам будут помогать. Может быть, в принципе, в корне там ситуация начнет меняться. Но вот дверка откроется. Дверка откроется, и вот она свобода. Вы все разные, понимаете, вы все разные. Вы ориентируетесь на свою ситуацию, на свое жизненное положение, да, на свое окружение, да, что происходит в вашей жизни. У кого-то животное — это знак «будь внимательным», может потеряться, убежать, а у кого-то действительно ситуация, причем такая патовая, тяжелая, и вам говорят: подожди, скоро все поменяется, ты получишь свою свободу, либо эта ситуация начнет решаться, отстанет от тебя, да, вот прям почувствуешь, что вот она свобода, вот она, дверь открылась, и все хорошо будет. Так, и еще важный момент, про который я вам обязательно должна сказать. Здесь выходит очень хитренький мужчина. Он неплохой человек, он просто решил схитрить. Но у него это как-то, знаете, как ребенок, да? Мы же взрослые всегда видим, когда ребенок обманывает. И вот он тоже так себя будет вести. Девочки, муж, наверное, чей-то, либо парень, либо муж. А может быть, кстати, и сын, да? У кого-то и сын отыграется. Смотрите, будет краснеть, будет бледнеть. И, скорее всего, связано со здоровьем. Да? Вот захочется ему, чтобы вы за ним поухаживали. Либо захочется какую-то работу не делать, да? Какую-то ответственность не брать. Так и скажет: вот я заболел, я плохо себя чувствую. А сам возьмет и увильнет куда-нибудь там на футбол, либо с друзьями где-то встретится. В общем, напроказничает. Вы его сильно не ругайте. А он действительно вот прям осознает свою ошибку, ему очень стыдно перед вами будет. Вы лучше эту ситуацию себе на пользу используйте. То есть как-то вот его пристыдите и скажите: а теперь ты мой должник, да? А теперь ты со мной по магазинам пойдешь, либо на рынок поедешь, либо еще что-то там, плинтус прибьешь, да? В общем, обыграйте эту ситуацию. Ссориться не надо, ругать не надо. Да все он понял, все он прекрасно понимает. И да, стыдно, и да, больше так делать не будет. Но если вы начнете его ругать, вы можете разругаться очень сильно. А конфликтов не надо допускать. Ничего хорошего в конфликтах нет. Знаете, как говорят, лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот. Не доводите. И поверьте, вам обязательно это добром зачтется. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.